Соревнования организовали Федерация шахмат, представительство Россотрудничества в Южной Осетии и Государственный университет. На официальном открытии турнира в своем выступлении руководитель Россотрудничества Сергей Скворцов отметил, какую цену отдал Советский Союз, чтобы одержать победу. Когда сегодня вечером вы придете домой, особенно вот молодежь, задумайтесь, залезьте в интернет, посмотрите, что же это все-таки, еще раз посмотрите. Я знаю, что вы знаете. Но все-таки еще раз посмотрите, что же это была за война, какие силы, усилия пришлось затратить нашей с вами общей бывшей родине, Советскому Союзу, для того, чтобы скрутить голову в этой фашистской нечисти. Участники соревнований были поделены на две группы. В первой группе за медали боролись взрослые шахматисты, а во второй – школьники. Свое мастерство в игре в шахматы показывали как спортсмены из Южной Осетии, так и представители Северной Осетии. Состав участников у нас играют представители Южной Осетии и Северной Осетии. Значит, к нам приехало 4 игрока из Северной Осетии достаточно высокого класса. Некоторые из них являются выходцами с Южной Осетии. Им вдвойне приятно заново посетить нашу республику. Значит, состав участников, он очень сильный. Значит, в школьный турнир мы взяли участников, которые наилучшим образом себя показали по итогам последнего чемпионата республики среди школьников. То есть фактически все призеры этого турнира играют сейчас в нашем. И плюс отдельных талантливых игроков мы допустили и во взрослый турнир. То есть вы можете обратить внимание, как взрослые играют с виду школьниками, но на деле это очень опытные и сильные бойцы. Я хочу сказать, что этот турнир, мы надеемся, что он станет традиционным, потому что он посвящен такому дню, такому знаменательному дню. Южная Осетия наряду с народами России, Советского Союза тоже участвовала в этой войне. Мы понесли очень большие потери в этой войне. В соревнованиях среди взрослых выделялись юные шахматисты Давид и Арсен Танделовы. Братья специально к турниру приехали из Владикавказа. И несмотря на юный возраст, они считались фаворитами соревнований. В этом году в Северной Осетии им удалось выиграть турнир «Белая ладья». Каждый раз, когда нас приглашают сюда, я с удовольствием приезжаю и бываю рад здесь играть. Мне нравится организация турнира. Она бывает на высоком уровне, и все бывает хорошо каждый раз. Я приехал с отцом и с братом. Мой брат тоже играет здесь в турнире. После всех проведенных партий наибольшее количество очков набрал Георгий Шавлухов и стал победителем турнира. Второе место досталось Арсену Танделову, а третье место занял Ацамаз Габараев. Среди школьников выиграл Алам Бибилов. Второе и третье места поделили Андрей Кудуев и Батрас Чучев. Были награждены не только победители и призеры. Памятные призы получили и другие участники турнира. Батрас Хурьев, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.